Раиса Петровна, добрый день. Спасибо большое, что вы выделили время. Я предлагаю начать с базы, с понятия, что такое вообще национальный превентивный механизм. Добрый день. Но прежде всего, поскольку я являюсь членом Координационного совета, еще и секретарем Координационного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан, то хотела бы обратить внимание на следующее. Во-первых, наш Координационный совет – это консультативно-совещательный орган. И он сформирован на добровольной основе. И абсолютно все решения нашего Корсовета принимаются абсолютно всеми членами, коллегиально и причем независимо. Помимо этого, Координационный совет при Уполномоченном по правам человека, он сотрудничает в тесном контакте с подкомитетом ООН по предупреждению пыток. Так вот, главной целью Координационного совета сегодня как раз-таки является не только оказание помощи и поддержки, а прежде всего координация деятельности национального превентивного механизма. Его еще кратко называют НПМ. И поэтому перед членами Корсовета поставлена задача о подготовке ежегодного консолидированного доклада на основе отчетов, полученных по итогам мониторинговых визитов членами НПМ, с последующей выработкой рекомендаций для государственных органов и должностных лиц. Вот прежде чем ответить, что такое национальный превентивный механизм, я еще хотела бы обратить внимание на историю этого вопроса. Когда-то, где-то около 30 лет назад, если быть точнее, 27 лет назад, в 1998 году наша страна, Казахстан, подписала и ратифицировала Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинства видов обращений и наказаний. И ровно через 10 лет, а это было в 2008 году, к этой Конвенции против пыток был ратифицирован факультативный протокол. Так вот, для того, чтобы выполнить вот эти международные обязательства, наша страна должна была разработать соответствующий закон. И такой закон был подготовлен и подписан главой нашего государства уже где-то в 2013 году о национальном превентивном механизме, в котором как раз и объясняется, что это такое, для чего, какие функции, зачем нужен национальный превентивный механизм. Но если кратко сказать, что же это такое? Национальный превентивный механизм сегодня – это своего рода правозащитный институт при Уполномоченном по правам человека, который действует с момента принятия закона о нем и направлен на предупреждение пыток, других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинства видов и обращений посредством деятельности участников вот этого как раз национального превентивного механизма. А что это такое? Это мониторинговые визиты в закрытые учреждения для выявления случаев пыток и их предотвращения. То есть, если другими словами, то сегодня национальный превентивный механизм – это система, которая создана в рамках факультативного протокола Конвенции против пыток, о которой я ранее упомянула. И в рамках сегодняшнего национального превентивного механизма я считаю, что в нашей стране создана уникальная модель взаимодействия государственных органов, нашего гражданского общества при координирующей роли нашего уполномоченного по правам человека, деятельность которого как раз-таки направлена на предотвращение пыток, жестокого обращения абсолютно во всех закрытых учреждениях системы здравоохранения, образования, соцзащиты, МВД, Минобороны и других. Это очень важно. Так вот, мне часто задают вопрос, а как и чем обеспечивается деятельность участников НПМ? Тут далеко ходить не надо. Прежде всего, это международное законодательство и наше национальное. Что такое международное законодательство? Это в первую очередь, конечно же, стандартные правила Организации Объединенных Наций,
которые направлены на обращение с осужденными, находящимися в местах лишения свободы, направлены на женщин, находящихся в тюрьмах, да, на несовершеннолетних в закрытых учреждениях, в том числе в пенитенциарных, конечно же, на лиц с ограниченными возможностями. И, конечно же, члены НПМ, его участники, при посещении вот таких мониторинговых визитах в эти учреждения, они пользуются нашим законодательством уголовно-исполнительным, его нормами, его правилами. То есть они проверяют соответствие, правильно? Конечно, соответствие законодательству. Сегодня в составе НПМ Координационным советом утверждены 103 его члена. Ну, это педагоги, психологи, социальные работники, это юристы, правозащитники разных неправительственных правозащитных организаций, то есть это граждане нашей страны, несудимые, конечно, и имеющие определенный опыт в сфере правозащитной деятельности. Вот, собственно, кратко, что такое НПМ. Спасибо большое. Если продолжим, да, ну раз мы уже, в принципе, всю базу вы нам сразу выдали, да, скажем так, давайте перейдем к сегодняшнему дню. За 24 год, да, 25-й еще идет, понятное дело, за 24 год какие результаты? Сколько раз, может быть, да, были эти поездки? Как это вообще, в принципе, происходит? То есть вы там, не знаю, всем отправляете рассылку там или как это происходит? Очень просто. Тут далеко ходить не надо, поскольку для НПМ есть специальное положение. Вот эти мониторинговые визиты, их еще называют превентивные посещения, которые подразделяются на разные виды. Например, это периодические посещения, которые проводятся один раз в 4 года в эти закрытые учреждения. Есть промежуточные посещения. Это для того, чтобы определить, насколько эффективно и качественно выполняются рекомендации, принятые ранее, и данные ранее участниками НПМ, госорганам и должностным лицам этих учреждений. И, конечно же, специальные посещения – это когда поступают обращения, жалобы от лиц, содержащихся в закрытых учреждениях, в изоляции, в тюрьмах, для проверки и для того, что, ну, если поступают обращения относительно там, пыток и жестокого обращения. Вот в 2024 году по итогам посещений, значит, всего участниками НПМ было посещено 487 посещений. Но это где-то на 5% больше, чем в 2023 году. Но при этом было подготовлено участниками НПМ более 3000 разных рекомендаций госорганам и, опять же, должностным лицам этих учреждений. Но они разные. Я должна отметить, что более 70% все-таки рекомендаций выполняются. Но есть и такие, которые, к сожалению, повторяются из года в год. Ну, там в силу разных возможностей, там, финансирования. Ну, вот, допустим, в системе здравоохранения, в системе социальной защиты, в системе МВД есть такие здания, которые построены в прошлом веке. И, конечно, нужно новое строительство, да, это требует затрат, требует там определенных движений. Есть вопросы, которые касаются материально-технического обеспечения. В целом нужно отметить, чтобы мы все понимали, что во время всех мониторинговых визитов в закрытые учреждения всегда выявляются те или иные нарушения. И вот эти превентивные посещения, они позволяют не только выявить, да, недостатки, но еще актуализировать серьезный такой комплекс проблем, характерных абсолютно для всех организаций закрытого типа, и системы здравоохранения, и соцзащиты, и МВД, образования, и Минобороны и так далее. Ну, назову некоторые, да? Вот, наверное, это интересно. Да, примеры. Вот да. По итогам 2024 года. Они касаются некачественного питания, скажем, в тех же пенитенциарных учреждениях, нехватки лекарственных средств, доступ к подаче обращений в тех же тюрьмах, да? Есть вопросы к созданию условий для лиц с ограниченными возможностями, которые находятся в закрытых учреждениях.
Ну, есть такие примеры. Вот, например, по итогам 2024 года только за 3 месяца нашими участниками по Кызылординской области были выявлены такие нехорошие очень факты недопоставки ржаного хлеба для лиц, которые находятся в закрытых учреждениях системы МВД. По городу Шымкент, Туркестанской области также были выявлены на основе общения с лицами, которые находятся в местах лишения свободы, факты некачественной организации питания, горячего водоснабжения, да, других соблюдения санитарно-гигиенических норм. Я считаю, что вопиющие факты были выявлены в городе Алматы в специальной организации образования для несовершеннолетних. Это касается также санитарно-гигиенических требований. Ну, скажем так, в спальных комнатах разбитые двери, в душевых отсутствуют перегородки. Понимаете, спортивные площадки не оборудованы никаким спортивным оборудованием. То есть вот такая работа реабилитационная, да, психологическая поддержка очень слабо проводится в этом учреждении. На это было обращено серьезное внимание в тех рекомендациях, которые подготовили участники НПМ. Есть вопросы к доступу в медицинских учреждениях закрытых, к доступу к прогулкам. Это тоже было выявлено. Ну, много таких фактов. Я считаю, что все эти факты, примеры, каждый, кого это заинтересует, может найти в нашем консолидированном докладе по итогам 2024 года, который сегодня размещен на сайте нашего уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан. Вот, собственно говоря, так. А вы говорите, что вот будут выработаны рекомендации, да, как вот потом, что с ними происходит, с этими рекомендациями? Тоже интересный механизм. Да, и потому что работа как раз проводится. Вот буквально в прошлом году осенью и в начале этого года, в январе-феврале, уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан были направлены персональные письма каждому руководителю организации, государственного органа о том, что необходимо качественно, своевременно выполнить те или иные рекомендации и предоставить отчет по этому выполнению. Помимо этого, уже в этом году дважды, а это было в марте, 25 марта, и в мае текущего года на расширенных заседаниях Координационного совета с участием правозащитных организаций, как наших, национальных, так и международных, ОБСЕ, ПРООН, да, с участием членов Координационного совета, экспертного совета, наших ученых, правозащитников, конечно же, участников национального превентивного механизма, государственные органы, руководители отчитывались о том, как выполняются эти рекомендации. Конечно, состоялся очень непростой, тяжелый даже, острый такой разговор, потому что по многим вопросам, особенно в системе здравоохранения Министерства внутренних дел, выявлены вопиющие факты нарушения прав наших людей в части пыток. И, конечно, даны были соответствующие рекомендации дополнительно, и будет это заслушано в конце этого года. Но я должна сказать, что благодаря вот этим посещениям участниками НПМ все-таки есть от них польза. Вот иногда спрашивают, ну что, вот выявили они, а дальше как? А дальше вот, например, смотрите, какие позитивные моменты сегодня мы наблюдаем. Ну, скажем, раньше была тюремная, да, медицина, а сегодня эта медицина стала гражданским здравоохранением, потому что специалисты поликлиник, больниц, они имеют свободный доступ для оказания медицинских услуг тем, кто находится в изоляции, особенно в пенитенциарных учреждениях. Сегодня во всех закрытых учреждениях у нас ведется круглосуточный видеомониторинг. Это тоже очень важный момент. Сегодня в тюрьмах, во многих тюрьмах устанавливаются специальные места для того, чтобы лица, которые являются осужденными, могли беспрепятственно в электронном формате подавать свои обращения и жалобы. Такого раньше не было же. И эта работа продолжается.
И еще я бы хотела подчеркнуть очень важный момент, что благодаря предложениям участников НПМ сегодня нашим уголовно-исполнительным законодательством ужесточены меры наказания до 12 лет лишения свободы для тех сотрудников и лиц, которые допускают пытки и жестокое обращение. Но вот я хотела сказать, что вот эти международные стандартные правила, которые применяются участниками НПМ, к ним в первую очередь относятся правила Нельсона Манделы, но чтобы для тех, кто не знает, что это такое, правила Нельсона Манделы направлены на то, чтобы вообще не было никаких пыток, не применялись абсолютно никакие виды пыток и жестокого обращения. Есть пекинские правила, есть и другие правила, которые учитываются при деятельности членов НПМ. А потом еще, вот посмотрите сами, те рекомендации, которые дают наши члены Корсовета, экспертного совета, участники НПМ, они учитываются во многих наших нормативно-правовых законодательных актах. Вот буквально недавно был принят закон Республики Казахстан о женщинах и детях, а совсем недавно уполномоченным по правам человека были внесены конкретные предложения по вопросам амнистии, особенно женщин, находящихся в заключении, женщин с детьми, в рамках 30-летия Конституции нашей страны. Ну, то есть такая работа продолжается. Ну, я, наверное, последний вопрос, да, такой ближе к выводу уже задам. Я знаю, что очень часто бывают нападки, да, там, ну, или там претензии по транспарентности работы НПМ, да, и так далее. Что вы можете сказать? Я знаю, что вы уже там и в социальных сетях это комментировали, да, но, может быть, чтобы вот проговорить это, да, насколько транспарентная работа НПМ, насколько она независима? Вот на самом деле независимая, потому что есть у участников НПМ такие возможности, как свободный доступ беспрепятственный к получению любой информации о лицах, находящихся в закрытых учреждениях, о том, какие меры предпринимаются, какие условия создаются, беспрепятственного посещения в любое время суток в эти учреждения. Это не оспаривается никем. Потом члены НПМ имеют право, помимо уполномоченного, обращаться и в прокуратуру, и в другие соответствующие органы для того, чтобы прямо там на местах предпринимать меры. Сегодня, как вы знаете, в каждом регионе у нас действуют представители уполномоченного по правам человека, члены Корсовета, члены экспертного совета, которые очень тесно взаимодействуют с участниками НПМ. Это очень важно. Я вообще считаю, что вот такой общественный контроль, да, он позволяет сегодня обеспечить прозрачность деятельности наших госорганов, местного сообщества. Конечно же, а самое главное, на мой взгляд, это повысить ответственность нашего государства перед населением. Вот и все. Спасибо вам большое. Это было действительно очень информативно и познавательно.